Лиза Ахильгова приехала на ярмарку вакансий из селения Нестеровское. Трудоустроить не себя, как выяснилось, а дочь, дипломированную медсестру, выпускницу медфакультета колледжа сервиса и быта. С работниками Центра занятости населения Сунжинского района она знакома уже 3 года. Благодаря предложенным вакансиям сейчас работают и получают стабильный доход двое ее детей. По сегодняшний день нет работы, не можем мы найти работу, поэтому, узнав, что есть вакансия, ярмарка вакансий, сегодня пришли посмотреть, может, подходящая вакансия найдется для моей девочки, потому что сейчас очень трудно найти работу. Именно вот этот отдел Сунжинского района, Центр занятости, они всегда нам безработицу начисляют, записывают, ищут нам вакансии. Они очень внимательно к нам относятся, предлагают все время разные вакансии, поэтому мы очень благодарны вот именно этому отделу. Медицинские работники, токари, сварщики и фрезеровщики – это далеко не полный список специальностей, предлагаемых на ярмарке вакансий. С каждым годом в Центр занятости поступает все больше предложений от работодателей. К примеру, Муса Галаев, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Алхаст», ищет молодых людей для работы на сельхозугодиях. دوق حمد تيج دي خانزق ديون لا ديش ترات نوع تيدوك تركتريستيك واتس نوشو هو صاروا بول واتيج نوشو ولا واس كمباين بوبي كمباين خلص ديكو примерно до 30 человек могу я обеспечить. Ярмарка вакансий – один из самых удобных и распространенных способов трудоустройства. Люди приходят сюда в первую очередь искать источник дохода. Контингент разный – дипломированные специалисты высших учебных заведений, колледжей и даже окончившие школу. Рахмат Бекботова еще учится, решила заранее обзавестись знакомыми среди работодателей. Я пришла здесь, чтобы найти себе работу в будущем, потому что это мне понадобится. Вообще даже сейчас, возможно, потому что я хочу совмещать и работу, и учебу, как получится. Сейчас на учете Центра занятости стоит около 2000 человек. Эта цифра с каждым годом снижается благодаря такого рода мероприятиям. Ярмарки проводятся несколько раз в год, чтобы безработные могли лично пообщаться с работодателями или их представителями, задать им интересующие вопросы и оставить свои резюме в надежде получить заветную работу. Какая работа у вас есть? У нас работа бухгалтер есть. Если у вас есть баланс отчет, можем бухгалтер устроить вас. Можем любые работы, которые вы делаете, можете в сельском хозяйстве. Бог какой тебе устраивает? Я бы хотела по профессии. По профессии? Да. Какой у вас специальность? Педагогический. Педагог. Учитель. Ярмарка рабочих вакансий организована районным центром занятости совместно с городским. Мероприятие ориентировано больше на трудоустройство безработной молодежи. Со слов Хавы Горчхановой, зачастую случается так, когда организация направляет состоящих на учете незанятых граждан, а у предприятия не оказывается свободных вакансий. Сегодня эта ярмарка, это хорошая возможность нашим безработным гражданам на месте представить по имеющимся у них образовательным документам или имеющиеся образовательные, то есть имеющиеся по их образованию, по уровню образования, получить то или иное место, которое реально есть у работодателя. Одной из главных причин сохраняющегося в республике высокого уровня безработицы остается дефицит вакантных рабочих мест и связанные с этим возможности по трудоустройству на постоянную работу. На сегодняшний день работодатели по республике представлено, то есть на начало августа работодателям представлено всего 245 вакантных рабочих мест. Если взять от безработных, это 118 человек претендует на одно вакантное рабочее место. Это очень, как сказать, высокий уровень имеется в виду
по безработице. Как рассказали в Минтруде, на сегодняшний день возрастает потребность в медицинских работниках. Размер заработной платы, который составляет от 12,5 тысяч рублей до 40 тысяч, а также в специалистах в области информационных технологий с предполагаемой зарплатой от 25 до 35 тысяч рублей. Вместе с тем, повышенный спрос в работниках, не требующих специального образования. Все актуальные данные и вакансии размещены на единой цифровой платформе. Адам Мережков, Ахмед Горбаков, Новости 24.